На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. С 5 декабря на подстанции Сухум-1 ведутся работы по ликвидации аварии. На сегодняшний день идет монтаж нового оборудования второй секции и ремонт силового трансформатора, который также вышел из строя вследствие возгорания. В этой связи в большей части Сухума введен новый график отключения электроэнергии на 2 часа через каждые 2 часа. Специалисты пока не дают точных прогнозов, когда полностью будет ликвидирована авария. Но работы ведутся круглосуточно. Репортаж Сарии Кварацхелия. Вот уже 5-й день специалисты Черноморэнерго ведут работы по ликвидации аварии на подстанции Сухум-1. Как известно, в результате пожара полностью выгорело оборудование, установленное еще в 80-х годах. Это 16 отходящих фидеров, 2 секционные и 4 вводные ячейки. За 2 дня удалось демонтировать сгоревшее оборудование и установить на его место новые распределительные ячейки, которые были подключены к силовому трансформатору. Именно это позволило восстановить электроснабжение в некоторых частях города. Подстанция была на реконструкции по инвестпрограмме, и благодаря этому часть оборудования находилась у нас. И эта часть была установлена. Сейчас продолжаются работы, они не прекращались ни на минуту. Сейчас идет монтаж, наладка второй секции 10 киловольт. По проекту инвестпрограмма предусматривает установку на этой подстанции ЗРУ 4 секций. То есть сейчас, что мы проводим работы, это все равно временная будет схема. Дальше ИЗРУ будет расширяться. То есть 2 секции, это мы по временной схеме подадим всем потребителям. Но потом, чтобы разгрузить эти секции, тут будут работы продолжаться. Еще будут установлены 2 секции, то есть 4 секции будет. Это повысит надежность электроснабжения города Сухум. Это дальнейшее продолжение работ уже чисто в рамках инвестпрограммы. При пожаре пострадало не только оборудование, но и отходящие линии 10 киловольт. В частности, кабельные и сигнальные линии, которые необходимы для контроля измерения параметров оборудования и сети, добавил Руслан Кварчи. Склады Черноморэнерго, которые кое-как были заполнены, полностью опустили, потому что все кабеля 10 киловольт нужно было менять. И сейчас работы продолжаются. Ориентировочно мы пока не можем сказать. Все зависит от того, как мы быстро высушим изоляцию силового трансформатора. На подстанции было 2 трансформатора суммарной мощностью 50 мегаватт. В результате пожара один из них вышел из строя. А мощности другого трансформатора на обеспечение электричеством всей части города не хватило. Именно поэтому срочно пришлось вводить внутренний график потребления электроэнергии в столице. Мощность в 2 раза уменьшилась на этой подстанции. Пока мы не введем второй трансформатор, такие ограничения будут продолжаться. Мы второй трансформатор ремонтируем. Он старый, он конца 70-х годов. Эти оба трансформатора старые, то есть которые были введены в эксплуатацию в конце 70-х годов. Мы его сейчас ремонтируем. Проблема одна. Трансформатор длительно находился под токами короткого замыкания. Питая токами короткого замыкания, аварию, он прогрелся, и масло прогрелось до кипения. Ну, а кипение масла – это, говорит, предпосылка к тому, что трансформатор выйдет из строя. Но нам повезло в том плане, что под предварительным замером есть вариант, что мы его можем восстановить. Теперь мы производим работы. Какие работы мы произвели сейчас? Слив масла, отбор проб масла. И определили, что сама обмотка визуально потемнела. То есть чувствовал, что это проходил длительный ток короткого замыкания, трансформатор загорелся. Далее, мы провели анализ масла и определили, что пробой масла низкий и необходима сушка масла. Один ввод 110 киловольт тоже был поврежден, мы его поменяли на резервный ввод. Мы должны пройти 2-3 цикла сделать. Слив, залив, слив, залив. Это обойдется примерно по времени у нас 1,5 суток. То есть это беспрерывно будет у нас работать бригада. И будем это дело делать. Вот весь объем. Примерно мы выходим на наши параметры. Я не говорю о том, какие там у них будут объемы работы по КРУ внутри. Наши параметры, например. Вот, а сегодня где-то к субботе.
Аварийные отключения ввели как для потребителей подстанции Сухум-1, так и Сухум-2. Электричество будет подаваться по графику по 2 часа через 2 часа отключения. Это вызвано тем, что подстанция Сухум-1 введена наполовину, а остальная мощность распределена на подстанцию Сухум-2. Перегрузка связана с массовым подключением незаконных потребителей к нашим сетям по всей территории Республики Абхазия. Как появляется возможность, то есть одновременно и идет работа по отключению всех этих незаконных потребителей. Когда большая часть или большая какая-то часть отключается, появляется возможность не вводить ограничения. И вот эти моменты связаны с этим, что люди, потребители думают, что ограничения сняты, но это не так. То есть, как появляется возможность, мы снимаем ограничения. Как опять возрастают, мы вынуждены вводить ограничения. Это именно что касается транзита, чтобы исключить перегрузки. Приходится вводить и ограничения, например, как на Сухум-2, это уже из-за перегрузки трансформаторной мощности. То есть уже перегружаются трансформаторы на распределительных подстанциях 110 киловатт. И тогда, опять же, наш персонал уже оперативно должен вводить ограничения, чтобы не допустить перегруза, не допустить аварии и порчи оборудования. В центре города питается вот от этой подстанции. Каждые 2 часа график ввели. А вот на Маяке, как я сказал, это уже от Сухум-2, и там на одной из секций большие нагрузки. Поэтому там каждые 2 часа отключать из-за того, чтобы там ограниченное количество потребителей, там 4. И вот на сутки разбили 4 потребителя по 2 часа. Это вынужденная мера. Они будут сняты окончательно, когда у нас будет и по пропускной способности, и по трансформаторной не превышать номинальных значений. Поэтому в преддверии Нового года, чтобы все население, самое главное, чтобы все население было со светом и тепло в домах. Мы всегда понимали и понимаем, и все это время, эти годы мы для народа работаем. Работы по ликвидации последствий аварии на подстанции Сухум-1 ведутся круглосуточно. На это брошены все силы Черноморэнерго. Вместе с тем вопрос, когда завершится ремонт, пока остается открытым. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Завершился прием заявок на участие в международных конкурсах на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапш в Сухуме и на лучший проект памятника в городе Ачамчира перед зданием администрации района. Соответствующий приказ подписал министр культуры Гудиса Агарба. Рабочей группе по проведению открытого конкурса на лучший проект памятника поручено к 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе. На 59-м году ушел из жизни главный художник Сухума, член Союза художников Абхазии Тимур Кайтан. Творческая деятельность Тимура Кайтан была разнообразна. Он занимался декоративной скульптурой, живописью, графикой. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Воевал в составе Пицунского батальона. Участвовал и в послевоенных антитеррористических операциях. Работы Тимура Кайтан находятся в разных странах в коллекции частных лиц. Тимур Кайтан – автор герба Сухума, соавтор стелы добровольцам в Гудауде, автор дизайна ряда памятных монет Нацбанка Абхазии. Союз художников Абхазии выражает соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Тимура Кайтан. Ушел из жизни талантливый художник, внесший вклад в развитие абхазского изобразительного искусства. Уход Тимура Кайтан – невосполнимая утрата. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и друзей, говорится в соболезновании. Распоряжением главы столичной администрации Беслана Эшба создана комиссия по организации похорон главного художника города Сухум Тимура Кайтан. Председателем комиссии назначен заместитель главы администрации Автандил Сурманицы. В Абхазии продолжается сбор средств на обустройство могилы с установкой памятника в Нальчике выдающемуся общественно-политическому деятелю, ученому, президенту Конфедерации народов Кавказа, герою Абхазии Мусе Шанибову. Средства можно перечислить на расчетный счет, открытый в Гарантбанке. Кроме того, у пользователей приложения Амобайл есть возможность отправить перевод на строительство памятника Шанибову по телефону 700
827 27 72. Муса Шанибов – выдающийся политический лидер Кавказа. Он стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Жизненный путь Мусы Магометовича был непростым, так как он был человеком, который не мирился с несправедливостью, боролся за национальные права народов. Вот почему, когда в Абхазии началась война, он не смог остаться в стороне. Роль Шанибова в самые тяжелые для нашей страны годы невозможно переоценить. В первые же дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он обратился ко всем с призывом оказать всемирную поддержку Абхазии. За такие открытые обращения Муса Магометович подвергался политическим преследованиям и даже был арестован. В это время, когда война началась, 14 августа я был в Стамбуле. Ельцин все силы делал для того, чтобы разогнать конфедерацию. Мне в Стамбуле сказали: не езжайте домой, вас там арестуют. Точно их предсказание сбылось. Меня арестовали. Я бежал, меня не отпустили, я бежал. А потом 50 тысяч кабардинцев, которые 11 дней стали в Нальчике, и в том числе и Абхазия поддержала, все-таки Россия меня отпустила. И я понял, что если там на наш зов конфедерации столько народу, добровольцев в тапочках через перевалы поехали в Абхазию, и они там героически сражаются, я не мог оставаться. Я был в Грозном. И я сел в вертолет и прилетел 19-го. Пока Шанибов был в СИЗО, добровольцы со всего Северного Кавказа группами отправлялись на помощь Абхазии. После освобождения в Абхазию приехал и сам Шанибов, который стал выезжать на фронт, в зону боевых действий. Он встречался с командирами и бойцами абхазской армии, пользовался огромным уважением. По его инициативе в Гудауте был создан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа для оказания помощи Абхазии. Эта помощь включала в себя организацию и координацию добровольческого движения. Абхазский народ должен знать, что сейчас для народов Кавказа нет важнее проблемы, чем победить здесь, нам, в Абхазии. Абхазский народ должен знать, что волей Всевышнего на плечи этого народа выпало не только защитить себя, проблему собственной защиты, но и защиты интересов всего Кавказа. И поэтому лучшие дети, лучшие сыновья Кавказа находятся здесь. Мы Абхазию должны сделать Швейцарией Кавказской. Самое великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. В 1989 году, когда раздался этот стук, что малым национальностям придется объединиться, иначе их раздавят, и этот стук раздался, и именно это была мысль великих мужей абхазского народа, те, которые к нам обратились, и мы поняли, и приехали сюда, и провели эту ассамблею. Но то, что мы сделали, и эти наши фестивали, наши встречи, наши контакты, все, что мы сделали, но чтобы их оценить, понимаете, нужен был какой-то вот индикатор, какой-то, через который можно было это определить. Собственно, до 1989 года я знал одного живого абхазца. А теперь единственное, где я могу быть, кроме Кабарды, и забыть Кабарду, это Абхазия, это вот здесь. Там, где я чувствую, что я дома. Муса Магометович ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. В сложный для всего абхазского народа период, когда каждая семья ежедневно теряла сынов и дочерей, будучи сильнейшим оратором, он поднимал дух народа. Я объездил все свободные села, встретился с беженцами из Ачимчира, из Кварчала, оккупированных территорий. То есть мы идеологически работали. А это важно. Дело в том, что мы все же такие, я представляю, в какой-то степени и вы тоже, советское время. Нас учили, например, наш великий мудрец говорил, что идеи становятся материальной силой, если ими овладевают массы. Следовательно, мы в этой ситуации, сложнейшей ситуации, нам важно было давать населению, подрастающему поколению, тем, которые шли на дежурство на фронт, дать им идею. Это идея единства, идея нашей непобедимости, идея будущей победы.
И даже после войны Шанибов не забывает про братский абхазский народ, с которым его навеки связала история. Часто приезжает в Абхазию, встречается с общественностью, читает лекции в Абхазском государственном университете. Он почетный профессор АГУ. Смерть Мусы Шанибова глубокой болью отозвалась в сердцах всех абхазов. Выдающийся общественно-политический деятель, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, герой Абхазии Муса Шанибов – неотъемлемая часть новейшей истории нашей страны. Во многом благодаря его личным стараниям в 80-е годы прошлого столетия с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта, а возглавляемая им Конфедерация народов Кавказа стала важным политическим фактором. Так говорит о Мусе Магометовиче общественный и политический деятель Абхазии Леонид Лакербая, по инициативе которого в Абхазии объявлен сбор средств на обустройство могилы Мусы Магометовича в Нальчике с установкой памятника. Учитывая роль и заслуги Мусы Магомедовича в нашей победе, было бы правильным, чтобы могила обустроена была с установкой памятника за счет средств, собранных благодарным населением Абхазии. Я вот с этим обратился. Могу сказать, что определенный сбор идет. Почти половину нужной суммы, эта сумма определена в 610 тысяч рублей. После смерти Мусы Магометовича профессор Нью-Йоркского университета Георгий Дерлугян написал: «Простой советский черкес Шанибов за свои 80 с лишним лет прожил несколько жизней. Сын сгинувшего на фронтах Второй мировой кабардинца из знатного рода, в советские годы в родной Кабардино-Балкарии был прокурором, высокопоставленным комсомольским работником и преподавателем научного коммунизма с совершенно неортодоксальными взглядами. На волне Горбачевской перестройки он на несколько лет превратился в кавказского Гарибальди во главе повстанческих отрядов, благодаря которым на карте мира появилась независимая Абхазия. Но затем, по мере возвращения Кавказа на свою привычную периферийную траекторию, входит в прежнюю колею и снова преподает. Муса Шанибов уходит из жизни в дни, когда мир стоит на пороге неизвестного будущего». Ирина Аршба, Абхазское телевидение. Абхазская и русская литература, взаимоотношения, контакты, исследовательские перспективы. В Абхазском государственном университете прошла онлайн-конференция на данную тему. Ученые из Института мировой литературы имени Горького, Российской академии наук и АГУ говорили о взаимосвязи литератур двух народов. Вспоминали великих абхазских и российских русских писателей и обсуждали дальнейшее сотрудничество между образовательными учреждениями. Репортаж Гуго Цивардани. Приветствуя участников онлайн-конференции, ректор Абхазского государственного университета профессор Олег Огварамия подчеркнул, что история связи абхазской и русской литературы довольно многогранна и широко известна. Обязательно надо сказать о том, что в Абхазии бывали Горький, Чехов, Паустовский, Симонов, Твардовский, Евтушенко, Гамзатов, Андрей Битов, Вадим Кожинов, Рима Казакова, Исхак Машбаш, Тембот Керашев, Алим Кишоков. Вот отдельно хочу сказать о том, что мало кому известно, что дважды в Абхазии был Михаил Александрович Шолохов. Тема связи между литературами разных стран является магистральной для Института мировой литературы на протяжении долгих лет, отметили представители Российского института мировой литературы. С конца 50-х годов, когда в Институте мировой литературы приступили к созданию истории всемирной литературы, вот эта тема не сходит практически с повестки дня в Институте мировой литературы. И очень приятно, что среди докладов, вот, которые будут сегодня зачитаны, есть и много всяких очень важных, интересных вещей, связанных и с переводом именно взаимодействия. Тут очень важно слово «взаимодействие». Не влияние какой-либо литературной группы, а взаимодействие. В 2017 году между Абхазским государственным университетом и Институтом мировой литературы Российской академии наук был заключен договор о сотрудничестве. Однако взаимосвязь между образовательными учреждениями началась намного раньше. В Институте мировой литературы проходили аспирантуру, защищали кандидатские и докторские диссертации. Наши, в основном работающие в Абхазском университете, в Абхазском институте.
Шота Салакая, Сергей Зохба, Мощный Ласурия, ну, великолепный перевод Евгения Онегина, которого вот читает взахлеб вся Абхазия, Владимир Цвинария, Борис Гургулия, Зураб Джапова, Валентин Когония, Джулета Адлиба, Вячеслав Вигуа, Владимир Агрба, Василий Авицба, Цира Габния и наша выпускница Регина Авицба. Да. Много выпускников и в литературном институте имени Горького, наших земляков, среди них Фазиль Искандер, Алексей Гогуа, Платон Бебия, Джума Ахуба, Константин Ломия, Николай Квициния, Киршал Чачхалия и Алексей Джени, они там проходили высшие курсы. Значит, Денис Чачхалия, Гена Аламия. О многогранности связи абхазской и русской литературы говорит и сама программа конференции. Ученые зачитали доклады на такие темы, как Абхазия в произведениях русских писателей, актуальные проблемы преподавания русской литературы в абхазской школе и вузе, эволюция судьбы человека в условиях гражданской войны. Растет талантливая молодежь. Мы были, есть и будем большими друзьями по жизни, в науке, в творческих процессах. Я желаю всем успехов и, как Александр Борисович и Марина Ивановна спросили, а когда мы будем не онлайн, а офлайн? Все зависит от Бога и от нас самих. Успехов конференции. Приветствуем вас в Абхазском государственном университете. Спасибо, спасибо, Олег Алексеевич, спасибо. Тесную взаимосвязь между Абхазским государственным университетом и Институтом мировой литературы подчеркнула и участвовавшая в онлайн-конференции проректор по научной работе АГУ, кандидат филологических наук Джулета Адлиба. Давние связи у нас с этим институтом, очень много воспитанников, благодарных, весьма благодарных, потому что это кузница действительно не только вот самой так называемой большой академической стези, большой науки, но и это для меня это практически святилище, потому что это тот очаг, который по сей день сохраняет свой мировой уровень согласно своему названию. В онлайн-конференции приняли участие ученые АГУ, преподаватели кафедр абхазской, русской, зарубежной литературы и Института мировой литературы, а также ведущие российские литературоведы. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Международный день прав человека в Сухуми состоялся круглый стол на тему обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних правонарушителей. Встречу организовал Детский фонд Абхазии в рамках проекта «Защита прав несовершеннолетних, которые попадают в конфликт с законом». Цель мероприятия – привлечение внимания властных структур, депутатов парламента, общественности к проблемам малолетних правонарушителей, подростков в сложной жизненной ситуации, отсутствие исправительно-трудовой колонии для воспитания и коррекции их поведения. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в эфире Абхазского телевидения в ближайшие дни. В 2015 году был случай, когда нам пришлось защищать мальчика, который попал в тюремные застенки, так скажем. Случай с этим мальчиком определил нашу роль, и мы решили как раз заниматься вплотную теми детьми, которые попадают, к сожалению, в конфликт с законом и которые могут оказаться в риске вовлечения в криминальную среду. Понимаете? И это, я думаю, что вы все со мной согласитесь с тем, что это очень важно, потому что суметь отвратить детей, подростков, ввиду того, вы знаете, по международным законам и по нашему закону также, по Конституции Абхазии, до 18 лет этот ребенок считается ребенком. И к ним относиться как к взрослым, например, тем же, которые нарушают закон или же приступают его, или совершают какие-то деяния преступные, относиться как к взрослым к ним, конечно, нельзя. Но в жизни, к сожалению, очень часто как бы так происходит, что это не совсем так, как нам бы хотелось, и очень часто права нарушаются.
Офис уполномоченного по правам человека поздравляет жителей Республики Абхазия с Международным днем прав человека и желает многонациональному народу Абхазии единства, благополучия и соблюдения прав и свобод человека. В столичном управлении образования прошла встреча родителей со специалистами по образовательной части. Как известно, из-за распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, как и во многих странах, приостановлен обычный учебный процесс. Родители обеспокоены складывающейся в сфере образования ситуацией и надеются, что после 12 января их дети вернутся к традиционной форме обучения. Начальник управления образования столичной администрации находится на самоизоляции. Поэтому она связалась с участниками встречи в режиме онлайн на площадке Zoom. Накануне в Гудаутском ковид-центре от коронавируса скончался сотрудник администрации, главный художник Сухума Тимур Кайтан. Собравшиеся минутой молчания почтили память коллеги. Ушел из жизни наш коллега Тимур Давыдович Кайтан. Нам надо разделить большие школы, средние и малочисленные школы. Там, где малочисленные школы, я думаю, что у нас там проблем не будет. И будем мы решать отдельно, индивидуально подходить к малочисленным школам. Средние школы тоже будем индивидуально подходить. Но вопрос больших школ, вопрос открыт. Вот как я выйду с больничного, мы разработаем еще один вариант. Это будет уже итоговый вариант для больших школ. Не стоит вопрос, что мы уходим на вечно онлайн. Это только связь. Для каждой школы это будет индивидуально. И хочу вам сказать, что все меры, которые сегодня принимали специалисты, педагоги, Министерство образования и государство, это все вынужденная мера. Все шаги, мы считаем, что это вынужденная мера. Но нам необходимо вернуться в школу, вернуться к нашим классическим урокам. Нам нужно вернуться к воспитательной работе. И никто с себя не снимает ответственность. Единственное, еще раз говорю, что у нас стоит вопрос, проблема в больших школах. Если большие школы перейдут на гибридные 3-3, хоть письменные уроки будут проходить в школах, а устные закрепления это в домашних условиях, нас тут должны поддержать родители. Я думаю, что родители нас поддержат. В течение недели в Гудауте находились реставраторы из Санкт-Петербургского Эрмитажа, которые проводили в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар работу по определению экспонатов, нуждающихся в реставрации. По словам директора Музея боевой славы Батала Гунба, большую помощь в организации работ оказали руководство страны, Министерство культуры и районная администрация. Кроме того, российские специалисты привезли с собой копии 15 экспонатов, обнаруженных на территории Гудаутского района в 19-20 веках, которые на сегодняшний день хранятся в Эрмитаже. Реставратор Анастасия Охтина в интервью нашей программе рассказала о цели своего приезда. Мы приехали для того, чтобы произвести предварительный первый подготовительный этап реставрационных мероприятий для музея. Предварительный этап включает в себя разбор фонда, внесение в списки, подготовка документов, ознакомление с материалами, что предстоит в дальнейшем сделать. Будет прописываться план дальнейших мероприятий, и уже в следующие этапы, в последующие, это будет все более конкретно реставрироваться, более точно все прописываться и уже готовиться к конкретным каким-то экспозициям. Сейчас мы смотрим предметы, в каком они состоянии, что нужно в первую очередь реставрировать, что нужно в более последующее, то есть что ждет. В принципе, подготовительный этап уже более или менее завершен.
Виталий Шария стал лауреатом премии Фазиля Искандера в номинации «Дерево детства» за рассказ «Машинка времени». На соискание международной премии имени Фазиля Искандера в 2020 году была выдвинута 51 работа, в том числе 2 абхазских авторов – Виталия Шария и Астамура Какалия. Вручение премии состоялось 10 декабря в штаб-квартире Русского пен-центра. В связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в режиме онлайн на площадке Zoom. В номинации «Проза» лауреатом стал Валерий Попов с повестью «Мы не рабы». В номинации «Поэзия» победила Елена Буевич за книгу стихотворения «Статься в Евпатории». В номинации «Киносценарий и драматургия» премии удостоены Георгий Касвин и Елена Усачева. За сценарий полнометражного и художественного фильма «Мне отмщение» и «Аз воздам» по рассказам Фазиля Искандера. Мэр Сухума Беслан Эшба провел совещание с участием руководителей управления отделов администрации. Собравшиеся минутой молчания почтили память коллеги, главного художника столицы Тимура Кайтан, который скончался 9 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Накануне в Гудаутском ковид-центре от коронавируса скончался сотрудник администрации, главный художник Сухума Тимур Кайтан. Собравшиеся минутой молчания почтили память коллеги. Ушел из жизни наш коллега Тимур Давыдович Кайтан. Яркая личность, человек известный в нашей стране, в городе, который имеет огромные заслуги перед своим народом, ветеран Отечественной войны, народа Абхазии. Автор герба нашего города. Для нас это тяжелая утрата. Почтим минутой молчания. Мы не думали никто, что так больно это нас затронет здесь, в самой администрации. Поэтому еще раз призываю вас поддерживать все меры безопасности. Администрация города продолжает работать в режиме карантина. Мы не принимаем людей не потому, что нам не хочется или у нас времени на это нет, потому что мы не хотим кого-то заразить случайно, естественно, не намеренно, минимизировать, не хочу сказать исключить. Бывают такие ситуации, где вынуждены контактировать с тем или иным лицом, когда без физического общения нельзя дать толкование тому или иному вопросу. Но это должен быть абсолютный минимум. Работать с документами, быть очень осторожными. Учитывая сложившуюся ситуацию, Беслан Эшба считает неуместным проведение увеселительных мероприятий в городе. Глава администрации подчеркнул, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм ставится во главу угла при планировании новогодних мероприятий для детей. На фоне этих смертей, которые происходят за последнее время, известных личностей в нашей стране, и не только известных, но и просто людей, устраивать увеселительное мероприятие на центральной площади считаю невозможным. Я вчера поделился со своим мнением вечером, уже когда узнали о смерти Тимура Давыдовича, связался с премьер-министром, поделился с ним своими впечатлениями, своим пониманием, получил полную поддержку в этом вопросе. Заместители главы администрации также высказались за проведение мероприятий для детей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Это правильное решение, но кое-какие мероприятия можно оставить. Допустим, каток для детишек, мы очень долго этим занимались. Я думаю, что это можно оставить, а остальные развлекательные мероприятия в городе можно отменить. Основные базовые части, что касается детей, те же ростовые куклы, мультфильмы для детей, сама елка, каток, наверное, вот этот минимум можно базово оставить. Все остальное, наверное, действительно вы совершенно правильно высказали мысль, что все остальное действительно с учетом сложившейся ситуации необходимо будет отменить. Мы все скорбим о тех людях, которые ушли, которых забрала эта болезнь, но для всех других людей жизнь продолжается. Какой-то минимум, наверное, они все-таки должны получить. Вот такой минимум. На совещании отмечалось, что так как главная елка будет установлена на площади Свободы, к нему будут приходить горожане в любом случае, будут проводиться официальные мероприятия или нет.
Коллеги Тимура Кайтан рассказали, что он сам принимал активное участие в планировании праздничных мероприятий. Сегодня я пересматривала его эскизы, которые он готовил у меня, вот как будет выглядеть сцена. Вот. Я еще такой вопрос ему задала. Я говорю, вообще будем мы что-то праздновать? На что он так ответил, посмотрел, ну Нала, Новый год еще никто не отменил, праздник нужен всем. Расстановку на площади этих объектов постарались сделать таким образом, планировку расстановки объектов таким образом, чтобы максимально позволить людям соблюсти социальную дистанцию при развлечениях. И действительно, вот, я согласна с тем, что все-таки у нас жизнь продолжается, и все дети ждут этот Новый год и ждут этот праздник. Я думаю, что просто социальная ответственность каждого человека в том, что необходимо в местах общего скопления народа находиться в маске и стараться соблюдать эту дистанцию, это зависит от нас, от самих жителей города. А то, что праздник все-таки вот такой в том объеме, который мы наметили его провести, я думаю, что допустимо это сделать. По итогам совещания было решено, что из запланированных останутся только детские мероприятия с анимацией и ростовыми куклами, установка ледяного катка и показ новогодних мультфильмов на большом экране на площади Свободы. Администрация столицы обеспечит всех защитными средствами, и ношение масок будет обязательным условием нахождения на площади. Волонтеры из молодежных движений, сотрудники УВД и администрации будут следить за соблюдением масочного режима, раздавать их и просить каждого надеть. Само действие на площади Свободы, организованное для детей, чтобы присутствовало состояние праздника, можно организовать. И все для этого нами будет сделано и взята на себя эта ответственность. Держать социальную дистанцию, масочный режим, мы готовы его обеспечить и так далее, и поддерживать этот режим. Состояние праздника можно донести, состояние праздника, но зрелищность его, объем его можно регулировать. Помимо главной елки на площади Свободы, в новом районе, старом поселке, на Турбазе, в Синопе и на Маяке будут установлены елки. По просьбе горожан для района Маяка будет закуплена новая елка. Для 2500 детей, числящихся в детских садах столицы, администрация города также подготовила подарки. Мадина Бганба, Амра Амичба, Давид Давидзба, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 14 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.